Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Евгения Гурулева и Максим Гоголев. Сегодня четверг, 12 декабря. И сегодня вся Россия отмечает очень важную дату. Да, сегодня День Конституции Российской Федерации, друзья. Отмечается ежегодно 12 декабря. Конституция была принята в 1993 году всенародным голосованием. Полный ее текст был опубликован в российской газете 25 декабря 1993 года. Конституция – основной закон государства, является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Да, вот такая важная дата для всех россиян. Ну а также сегодня, 12 декабря, отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Ведь не секрет, что социальное расслоение, низкий уровень медицины, но высокая ее стоимость во многих странах приводит к тому, что там регулярно свирепствуют эпидемии, жертвами которых становятся тысячи людей. И в итоге конечной целью сегодняшнего дня можно считать укрепление физического и психического здоровья, повышение качества услуг медицинских учреждений. Также мы хотели напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете написать своему другу, знакомому, родственнику, передать привет или с чем-нибудь поздравить. Или следить за нашими гостями и попытаться успеть отправить вопрос даже им. Мы будем реагировать на WhatsApp. Ну, а чтобы вы подумали о том, что хотели бы спросить, мы анонсируем наших сегодняшних гостей. Итак, сегодня мы узнаем о том, как обеспечить пожарную безопасность во время праздничных дней, как проходит фестиваль по древним тюркским играм, кто стал лучшим молодым предпринимателем России и сколько народных театров существует у нас в республике. Так что следите за гостями, и если хотите, отправляйте им вопросы. Ну а пока давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 42, минус 43, днем минус 39, минус 40. Заречье минус 41, минус 44, днем минус 38, минус 40. Южные улусы минус 29, днем минус 22, минус 25. Вилюйские улусы минус 40, минус 43, днем минус 37, минус 39. Нижнеленские улусы минус 42, минус 44, днем минус 38, минус 40. Западные улусы минус 25, минус 36, днем минус 22, минус 31. Колымо-Индигирские улусы минус 21, минус 48, днем минус 19, минус 44. Янские улусы минус 39, минус 50. Днем минус 39, минус 43. Северо-западные улусы минус 33, минус 43. Днем минус 29, минус 39. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем ожидается минус 37, минус 39 градусов. Ой, как хочется, чтобы к Новому году было плюс 20, и плюс 20 тоже было бы здорово. Для кого-то это будет, если поеду завтра. Друзья, хочется напомнить, что мы уже готовимся к следующей весне, к весне 2020 года, и готовим специальный проект, посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Отправляйте нам копии писем ваших дедушек и прадедушек, которые они писали вам с линии фронта. Можете отправить на электронную почту утро@nvk.mail.ru или прям принести к нам в редакцию, в 201 кабинет на Орджоникидзе 48. Да. Ну а у нас пришло время гостей, и, как мы уже анонсировали, поговорим о пожарной безопасности в дни новогодних каникул. Сегодня к нам пришел Геннадий Александрович Бондарь, заместитель начальника по службе противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Геннадий Александрович, доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? Дела в общем и целом идут хорошо, как везде. Мы стараемся, работаем. Сейчас мы находимся в новогодних праздниках, подводим итоги уходящего года. Наверное, как везде, во всей республике. Проводятся мероприятия предновогодние. Жизнь идет своим чередом. Расскажите вообще о деятельности противопожарной службы.
Ну, противопожарная служба Республики Саха-Якутия была создана постановлением правительства номер 605 в конце декабря, 26 декабря 2008 года. В настоящее время подразделения Республики Саха-Якутия охраняют 238 населенных пунктов. Вот, расположены мы в 35 населенных пунктах, районах республики и обеспечиваем безопасность 378 тысяч человек. Основные задачи – это профилактика и тушение пожаров, защита населенных пунктов от техногенных и природных пожаров. На боевом дежурстве у нас находится 500 человек, 308 единиц пожарной техники. Ну вот, как я сказал, наше подразделение, 151 подразделение, охраняют 238 населенных пунктов. С 2020 года у нас будет введено еще одно подразделение по охране населенного пункта Ну, поселок с одной Айхал. стороны, хорошо, что вы растете, но хотелось бы, Ну чтобы да. работы у вас было меньше. Ну, естественно. Есть какая-то статистика по пожарам за этот год? Да, статистика есть. С начала года на территории республики зарегистрировано 2521 пожар. Это на 30% меньше по аналогии с прошлым годом. Прямой материальный ущерб составил 37 миллионов рублей. Это тоже на 51% меньше по аналогии с прошлым годом. На пожарах погибло 66 человек. В прошлом году было 73. Это снижение на 9,6%. Получено травм различной тяжести граждан 54. В прошлом году было 56. Основные пожары у нас происходят, как правило, в жилом секторе. Мгм. Вот это частный жилой сектор, это дворовые постройки, это бани, гаражи. Они нам дают порядка более 40% всех пожаров по республике. Там же в основном происходит и гибель. Ну, Ну вот, всё-таки- а основные причины пожара какие вот? Основные причины пожаров – это у нас нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования, Мгм. неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства печей. Это Ну, в принципе, неправильная как- разделка, отступки, да. Ага. Это вот тоже, как правило, жилой сектор. Вот. Поэтому, да, это является основными причинами на сегодняшний Ага, день. а вот какие рекомендации есть по безопасности, да? Да, вот, тем более у нас кто-то такой, отслеживает, такой может? праздник. Сейчас все будут и гирлянды вешать, и не только на елку, и петарды, и бенгальские огни. Ну, как обезопасить себя? Понятно. Мы сейчас, как везде, проводим профилактические мероприятия. У нас есть определенные, у нас есть комплекс мероприятий, это приказы, указы, постановления правительства Республики Саха-Якутия номер 32, где определен комплекс мероприятий по повышению эффективности принимаемых мер при тушении пожара. Этот комплекс мероприятий носит сезонный характер. Мгм. То есть, у нас там все пожарно-профилактические операции, они расписаны по месяцам года. Ну да. В По настоящее- сезонам, Да, по получается. сезону. В настоящее время у нас проходит с 25 ноября по 25 декабря второй этап операции «Жилище». Мгм. Мгм. Вот. Значит, на местах созданы комиссии, в которые входят соцработники, работники МВД, работники Госпожнадзора, наши работники администрации, которые на сегодняшний день с начала года провели порядка 2323 совместных рейда Мгм. по неблагополучным семьям. Мгм. Но это категория граждан, которых мы держим на особом учете. С разъяснительной работой, видимо. Да, какой-то, разъяснительной работой, да, конечно. Вот. И на сегодняшний день, с начала года, у нас проинструктировано порядка 528 тысяч наших граждан республики. Мгм. И проведено порядка 70 тысяч граждан обучено мерам пожарной безопасности. Ну а что же конкретно нужно делать, чтобы в новогодний период избежать неприятностей, связанных с пожаром? Вот конкретные рецепты, скажем так. Ну вот с наступлением новогодних праздников возрастает опасность пожаров и травматизма людей из-за неосторожного обращения и использования пиротехнических Пиротехники, изделий. да, скорее всего? Да. Значит, вот на бытовом уровне, чтобы всем было понятно, я объяснюсь просто, не прибегая там к нормативам и так Мгм. далее, Мгм. так скажем, не опираясь на них. То есть при проведении новогодних праздников елка должна, которая установлена в доме, иметь прочные основания. Мгм. Чтобы не упало, Чтобы не что-то упало. там не закоротило. Да, Ну и кота желательно, чтобы не было, да, дома? согласен. Вот. На елке не должно быть горючих веществ и, скажем Мгм. так, горючих игрушек. Мгм. То есть имеют место там вешать вату, свечи ставить и Мгм. так далее. Елка не должна находиться на путях эвакуации. Мгм.
А гирлянда на елке, которую мы вешаем на праздничный день, она должна быть заводского изготовления. Мгм. То есть не стоит экономить. Не стоит экономить, да, на Да. собственной безопасности. Не рекомендуется использовать возле елки пиротехнические изделия. Ну, это- Хлопушки. То есть не зажигать те же Не самые бенгальские огни. Не Бенгальские зажигать огни, бенгальские огни. Да, если уже и случилось горе, ЧП в доме, Мгм. первое, что надо сделать, вызвать пожарную охрану. Мгм. Мгм. Второе, значит, эвакуировать людей из дома. Мгм. Ни в коем случае не тушить елку руками. Накинуть на нее плотное одеяло или плотный плед. Мгм. Вот. Выйти из дома и встретить пожарную охрану. Мгм. Вот это основные действия людей. Вот. Как правило, с учетом моего опыта, под новогодние праздники, в связи вот с неосторожным обращением с бенгальскими огнями, пиротехника, люди получают ожоги рук, Ну лица. да. Даже Вот. если, Ну, в слава богу, не торопях, да, они случается вот пожар, просто все равно, теряются, да? скорее всего, да? Ну, Александр Геннадьевич, большое спасибо, что пришли, нас проинструктировали. Действительно, дорогие Мгм. телезрители, не стоит экономить на своем здоровье и благополучии. И лучше, как говорится, перестраховаться. Надеемся, что у вас на этот Новый год будет поменьше работы. Да. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир, и хочется представить вам следующий сюжет. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы воды не утекло, мы должны помнить важные вещи. Это касается ветеранов Великой Отечественной войны. Наш корреспондент побывала в семье офицера Великой Отечественной войны Ивана Шевелева. В большом семействе Шевелевых есть обязательная традиция – собираться вместе на все семейные праздники, Новый год и особенно 9 мая. Поделиться планами, переживаниями, целями и новостями. И сегодня они собрались за одним столом: дочь, внуки, правнуки и даже праправнук Павел, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Филипповича Шевелева. Он учился на командира, потом он закончил, его отправили командиром взвода Ленинградских, Волховских фронтах. Он служил там. В июне 1942 года его отправили на войну. Ага. Он уехал там и в 1945 году вернулся, уже раненый. После войны Иван Филиппович отучился на бухгалтера и был предан своей профессии. Отец 3 дочерей, дед 10 внуков. С супругой Марией Матвеевной прожили душа в душу полвека. Это был стержень нашей семьи, в которую всегда мы вот собирались на все большие праздники, мероприятия. И особенно, конечно, это был День Победы, да? Дань этому празднику у нас остается по сей день. Мы вот ежегодно принимаем участие в Бессмертном полку и прочее. Наш дедушка имеет 2 ордена Красной Звезды, да? Второй орден был найден в архивах, да, вот был присужден ему аж после 60-х годов, да, вот как раз. Вот этот орден, по-моему, за победу над Германией. Правнуки хоть и не застали при жизни своего героического дедушку, но память о его подвигах впитали вместе с молоком матери и с гордостью несут имя потомков ветеранов Великой Отечественной войны. По рассказам бабушки, как мы знаем его характер, да, и этот характер уже передался нам и дальше будет передаваться. Вот именно он как этот человек, который хотел изменить парадигму, да, то, что именно вот те устои, которые переживались не очень хорошо, он их менял, да, ну и сейчас мы также вот продолжаем и в работе, и в личной жизни. Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий наша страна осталась свободной, а народ единым. Иван Филиппович Шевелев писал свое имя золотыми буквами в сердцах своих потомков, которые бережно хранят все его ордена и медали, дипломы и грамоты, личные вещи, чудом сохранившиеся. Вот его ложка, я вот сколько себя помню, вот эта ложка есть. И он все время, когда кушаем, мы ему даем, забываем, даем обычную ложку. Он говорит: где моя большая ложка? Обязательно требовал этой ложки. И вот она сохранилась очень такая. Про него писали, что он пошел первый в бой, потянул за собой свою вот эту, да, как там уже, своих военных. Он был же у нас командиром, получается, взвода, да, то есть взвод, да. Поэтому вот такие, когда читаешь, это уже история, это воспоминания, это все очень вот гордимся, да, действительно, что у нас был такой дедушка. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Якутск. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым требуется семья. Александр, 15-летний мальчик, живет в детдоме. После окончания школы планирует поступить в медколледж, и ему очень хочется попасть в семью. Знакомьтесь, Александр. Меня зовут Саша.
Я учусь в 9 классе, мне 15 лет. Я заканчиваю 9 класс, поеду учиться. Не знаю, куда получится. У меня мечты пока что нет. Саша любит заниматься творчеством и с удовольствием делает разные поделки. Саша у меня занимается уже год. Когда он первый раз пришел к нам, сперва наблюдал, как дети занимаются, потом уже потихонечку. Один раз попробовал 3D-ручкой, и все. И он у меня занимается каждый день. Очень-очень нравится. Еще у нас тоже проект есть, да, Саша? Мы готовимся к 9 мая, 75 лет Великой Отечественной войны. И мы там тоже будем делать солдатики, и танки будем делать. Так что у нас работы хватает. Саша усидчивый и увлеченный парень. Немного скромный и застенчивый, он, как и все дети, мечтает о семье. Ты хочешь сам попасть в семью? Да, А в какую семью бы ты хотел попасть? нормально. Нормальную. Саша, а в нормальную какую? Что такое нормальная семья? Мама, папа, там, брат, сестра. Мы надеемся, что Саша обретет семью. Тема нашего следующего разговора – открытый республиканский фестиваль по древнетюркским играм «Тогуз Тур Онюлара». И у нас просто рекордное количество Да. гостей. Плеяда интересных гостей Доброе сегодня. утро. Доброе утро. Начнем с Надежды Белолюбской, тренер Республиканского центра национальных видов спорта. Доброе Здравствуйте. утро, Надежда. Далее сидит Бектур Тинитбеков, старший тренер по Тогуз Кыргол, Кыргызская республика. Доброе утро. Жамар Сабыржанов, директор Федерации АСЫ-КАТУ Республики Казахстан, Николай Бабоков, мастер спорта по Алтай-Шатре, и Ольга Григорьева, президент Федерации национальных видов спорта. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас всех видеть и очень рада, что у нас получилось рассесться. Да. Да, сейчас мы видим вот там на Также у нас, коврике да, прекрасные девушки играют в девушки национальные виды спорта. Что это за национальные игры, да? Что это за игра сейчас происходит? Это играет наши девочки казахские национальные игры, вот без асок называется. Это для развития моторики человека и для очень полезно для зрения вот эту игру. Очень похоже У нас- на нашу игру Хамаска. Да, есть да, такое, да, да. У нас с детского сада, в школах и проводятся Очень популярно, соревнования, очень популярно. Ну, Да. с какой целью вообще вот это мероприятие, вот этот фестиваль проводится? То есть все тюркские игры собрались у нас. Вот в эти дни. целью реализации проекта «Дети Белого Солнца» и целью вот укрепления, развития, вот сотрудничества между республиками. Наши игры очень похожи. Вот мы хотим развивать эти игры и у себя, и участвовать в интеллектуальных играх тоже. Вот. Бектур, расскажите, вот что перед вами? Да, что это такое Да, что-то очень интересное, яркое. Это кыргызская национальная игра Тоускурол называется. Здесь играют два человека, как в шахматах. Видите, черная сторона и белая сторона. И Это уже шарики, просто, да. это уже игральный стол, да? Да, получается? игральная доска. Игральное Доска, поле. да. доска. Здесь, как видите, 9 лунок, по 9 хорголов. Это хорголы как шарики. Мы называем хорголы. И это интеллектуальная игра. Здесь требуется математика, и это игра математическая игра. Ну, Развивает логику. Логики и в математика. чем, Да, как как в нее играть? Как в него играть? Как в шахматах? Да, как в шахматах белые начинают. Допустим, вот вы делаете ход. Из любой лунки Берется все, да? берется все, оставляем, где взяли один, и против часовой ходим, Считаем. считаем. Последний шарик Действительно, смотрим. математика. Последний падает, там смотрим. Если четное, забираем и ложим вот этот казан. Сгорело как будто бы, Нет. да? Кушаем. Кушаем. И ложим казан, и вот так должны собирать 82 поргола. То есть все собрать или половину? 82. А, 82. Да. Если четные. Если четный, только забираем. Если нечетный, оставляем, дается другому ходу. А вот так вот вначале, перекидываем, получается, вы оставили одну, да? Да.
А можно несколько оставлять? или Нет, каждый только раз одну? по По одной. правилам А что будет, одной, если каждому все по одной. шарики, если все шарики съедят, ну, там останется 1-3 штука? Такого нет. Короче, надо сидеть, разбираться и считать. Да. И Здесь в чисто эти математически. игры у нас же в Мадуне играют дети Да. же, да? Да, Уже дети который наши год. играют, выезжают Научились, на соревнования, международные турниры. Ну, как у наших детей успехи? Очень хорошие. Очень хорошие. Очень хорошие. Ольга, ну расскажите, кто приехал в эти дни к нам, то есть какие делегаты, скажем так. Да, этот фестиваль у нас проводится впервые. Фестиваль называется «Тоғыз түйрөнюлары», игры девяти тюрков, да? Вот. И очень приятно, что у нас столько гостей с Казахстана, с Кыргызстана, с Алтая. Наши игры были представлены, наши все национальные же игры были представлены, да, и это очень хорошо. И наши игры, все вот дети приезжие, все играли с Казахстана. И вот в казахские игры, в алтайские игры наши дети все охотно играют. Вот что примечательно. И, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо нашему центру МАДОН, Центру национальных игр, что они поддерживают вот эту инициативу, поддерживают инициативу наших энтузиастов, да, потому что развитие вот наших настольных национальных игр, это все на таком уровне сейчас, в котором, ну, как сказать, наши энтузиасты это все поддерживают. Это же игры наших предков, и очень нужно и важно, чтобы сейчас государство нас поддержало, да, чтобы проводить такие большие крупные фестивали, и нашим детям тоже ездить по всем вот. Ну, чтобы это было массово, действительно. Да, конечно, конечно. Цель наша такая. Жомарт, расскажите, а с какими играми приехали вы? Вообще, вот эта идея очень хорошая идея. Это древнетуркских игр, фестиваль. Это корни же мы одни, нашими предками переданные вот эту обычаи, традиции игры, мы должны внести свой вклад и дальше передать следующему поколению. Вот эту игру мне очень нравится. Мы привезли, у нас казахская национальная игра, вот без азык, девочки показывают. Которым вот занимаются девочки, да? И еще мальчики. Ваши вот здешние ребята тоже, девочки, научились. Сейчас постоянно, уже второй год приезжают к нам, участвуют на соревнованиях. Вот это по нашей как здорово, да. Я вот отсюда, к сожалению, не вижу, что подкидывают девушки. Да? У Нет, меня там- вот там композиция там- такая новогодняя. Что они подкидывают? Там 5 асиков, да, вот 5 камешков. Раньше были же. Вот эту игры в 2017 году на список ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие, список ЮНЕСКО включен. То есть это камни и есть, да? Это лодыжки, овечьи. Овечьи Овечьи, лодыжки. это кости, да, получается? Кости, Да. кости, да. Берцовые кости, и бывает такие этот сам. Ну, здесь вообще антикризисная программа, можно сказать. Здесь не покупаешь, мясо съел, косточку пользуешься. Всё Вот это Что всё. более или менее Да. подходит, Поэтому можно взять и очень использовать. хорошо развивается. Сейчас такие вот нормативы, мастер спорта уже мы присваиваем. А ну коротко, если объяснить, в чем смысл игры? Смысл вот для развития моторики. То есть ловко подкинуть, по две, положить, вот это, схватить да, и да, опять по две, потом 12 упражнений. Хаблы-хамыска. Вот Да, смысл вот. один и Хамская тот же. похожа. Похоже или одно и то же? Прям Нет. Система Ну, другая, да? действия, Очень похоже. некоторые очень похожие действия. Потом сейчас дети сидят в компьютерах, Да. в фотках, вот целыми днями в одну точку, когда смотришь. Гимнастика для глаз, для рук Глаз не получается. развивается, слезятся. Вот это миопия заболевание. Вот это один из А тут развивается мелкая моторика, получается, Да. очень полезно было бы наши игры и в детские садики, да, и Да, чтобы да. на Чемпионаты перемене делать играли, как в какие-нибудь. наше время. Мы же на перемену Ну, выходили, и всегда у нас... Очень хотелось бы карманы верить, были что в так кармане. мы включили в общеобразовательных программах программы. вот в это. Казахстане Да? это Хорошо. есть. Ну вот хочется спросить Николая. Николай, вы заявлены как мастер спорта по Алтай-Шатре. Что это за игра такая? Вот это в мире очень много разновидов шашечных игр. Вот одна из этих игр — алтайские шашки. Называется... Пожалуйста, микрофон к себе, Ага. вот так вот. Вот так, Хорошо? да? Давайте я покажу вот это поле сейчас на камеру, потому что... Покажи-ка и мне. Так, вот смотрите. Интересно. Это доска для игры в Алтай-Шатру.
Есть всякие же вот шашечные игры. И турецкие, и русские шашки международные. Это одна из разновидностей вот этих шашечных игр. Тут надо правила такие. Нужно тут съесть главное бия. Вот эти в полях стоят главное. Ну, типа Это как города. усложненные шашки. Да. Усложненные шашки. И вот в этих полях стоят бии. Нам нужно правила такие. Нужно их съесть, в общем, взять, как в шашечных играх. Тут есть богатыри, можно сказать, они как бы дамки русских шашках, как дамки. Это что-то среднее между шашками и шахматами. И мне кажется, это гораздо сложнее даже, да? Да, сложнее. А вот узоры, это что это значит? Это просто национальный орнамент. Вот. Это как ворота, я не знаю. Да, эти как ворота. Вот этих воротах как бы стоят вот самые Давай, бии. Максим, покажем. Покажем. Вот покажи, где ворота. Вот один ворота, вход, да, это получается как ограждение, да, идет? Это- И отсюда выходят бойцы. Да, А да. вот 9 вот А это боевое поле. Да, это все правильно говорите. Мгм. Вот это боевое поле, он так и называется, большой диалан. Это где идет сражение. Мгм. А вот эти 9 клеток, он резерв. Резерв. Их Мгм. выбрасывают Мгм. на любое, до середины доски, на любое свободное поле. Но мне можно. кажется, это очень сложная Да. игра. Да, Вы очень успели сложная. какие-то мастер-классы дать, вот научить? Уже научили. Ну, очень Тоже интересно. участвуем в этих соревнованиях. Мы 4 раза были в Алтае. Мгм. Получается, все вот мероприятия будут в Мадуне или где еще? Да, в Да, да, Мадуне. В Мадуне, да? Ага. С какого по 24 какого? команд Мгм. приехало. 230 участников Мгм. из разных улусов нашей республики Мгм. съехались. Ну и также ожидается, скорее всего, любой желающий гость может подойти к вам, Да. посмотреть, Да. поучиться. И детей приглашаем всех, да, Да. со школ, которые желают заниматься настольными национальными играми. Вот Тут, сегодня- наверное, даже надо больше к родителям обратиться, потому Да. что вот мы не знаем, что Мгм. есть такие интересные И игры. вот это все в Мадуне проводится. Надежда Николаевна всех детишек тренирует. Ну, не всех, конечно, всех не уместишь, Тоже да? желающих. Желающих. Вот. Ну и наша Федерация настольных национальных игр, конечно, работает не первый год, да? Мгм. И тоже прикладываем усилия для того, чтобы не только в массовости, но и в спорте у нас были результаты. Не только у детей. Мы хотим, чтобы, конечно, наше старшее поколение очень хорошо и знает вот эти все тюркские игры, да? Но мы должны привлекать сейчас нашу молодежь. Чтобы не утерять их, Да, получается. нашу молодежь и детишек привлекать, чтобы в будущем... Ну, как в систему образования ввели, допустим, в Казахстане, да, это было бы очень здорово, если у нас в наших школах А у такое вас было. с какого класса начинают преподавать эти игры? 5-6 класс. Вот это. Вообще, я хочу сказать, торжественное открытие очень хорошо на высшем уровне прошло. Очень приятно Вот это, слышать, да? этот самый, мы ездим много же. Я 45 лет в спорте, много видел, и поэтому вот это не надо остановиться. Теперь дальше надо продолжать вот этот фестиваль. Вот наш республика может это генетическое, у каждого народа это игры национальные, Крови, да? как генетический код. Ольга, вот ну, надо да. передать друг другу. Ольга, ну в конце буквально на 10 секунд. Вы планируете дальше Вот, сотрудничать? мы как раз сегодня с утра тоже на эту тему говорили, что нужно продолжать эту добрую традицию. Ну, я думаю, что вы будете держать нас в курсе, и что через год, Конечно. возможно, мы в этой студии опять встретимся. Да, спасибо большое, Спасибо, что вы к нам пришли, и пришли в хорошо гости. поиграть сегодня. Может, в Казахстане встретимся. Может быть. Да, было бы очень Друзья, здорово. ну а мы прерываемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Друзья, ну вы смотрите программу «Новый день» на канале НВК Саха. Сегодня четверг, 12 декабря, День Конституции. Максим? Да, и пришло сообщение. Поздравляю со Всероссийским днем бабушек и дедушек. Желаю бодрости, духа и просто огромных сил и здоровья в воспитании славных внучат. Пусть внуки приносят вам только хорошее настроение, положительные эмоции, несмотря на морщинки и седину, умеете блеск в глазах и будьте душой молодыми. Написали, но не сказали, кто это написал, к Ну, сожалению. я думаю, эти замечательные слова относятся ко всем бабушкам и Да. дедушкам. Бабушки и дедушки, энергии вам, чтобы справляться с вашими внучатами. Нашими детьми, скажем так, да? Да. А далее мы переходим к информационной службе новостей.
Это «Утро на Якутия-24». Мы с коллегами расскажем о самых заметных событиях начала дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Сегодня в стране отмечают день принятия Конституции Российской Федерации. В Якутии, как и по всей стране, пройдет общероссийский день приема граждан. В соответствии с поручением президента страны, начиная с 2013 года, каждое 12 декабря с 12 часов дня по 20 часов вечера по местному времени любой гражданин страны может получить бесплатные консультации представителей государственных структур и органов власти во всех регионах России. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Прием граждан также будет вестись посредством аудио и видеосвязи. В рамках общественного проекта «Бессмертный материнский подвиг» в Якутске состоялась встреча с представителями Амгинского и Хангаласского районов. Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и стартовал в октябре этого года. Тем не менее, поисково-исследовательские работы в районах Якутии уже дают свои плоды. Так, в Амгинском районе удалось найти и увековечить подвиг 77 матерей-героинь. В Хангаласском районе стало известно о жизни 5 женщин, потерявших сыновей на войне. По словам организаторов проекта, к поисковым работам активно привлечены школьники и волонтеры. Этот проект имеет такой общественный значимый проект именно в целях воспитания нашей молодежи в духе патриотизма, любви к родине. И, конечно, мы хотим показать, что в годы войны победу ковали и наши матери, направляя своих сыновей на фронта войны. А в столице региона состоялась премьера спектакля «Костюмер» по мотивам пьесы известного английского писателя Рональда Харвуда. Творческий коллектив театра юного зрителя представил новый спектакль на большой сцене Русского театра, так как собственная сцена находится сейчас в аварийном состоянии. В «Костюмере» рассказывается про взаимоотношения руководителя театра, режиссера и артиста сэра Джона и его костюмера Нормана. Старый артист смертельно болен. Выступать на сцене ему помогает юный парень-костюмер, с которым они с полуслова понимают друг друга. Сэр Джон и Норман, они люди разные, и в театре они разную роль играют. Сэр Джон – руководитель театра, он главный артист, режиссер театра, он как бы столб театра, а Норман – его костюмер. Он исполняет его прихоти, он исполняет свою работу добросовестно, и он также патриот своего дела, своей работы, своего театра. Тем временем на экраны выходит новая якутская комедия «Тытиебит». В переводе на русский «Поспешивший». Картина стартует 23 января в кинотеатрах региона. Фильм снят по одноименной комедии драматурга, классика якутской литературы Николая Неустроева. Съемки фильма прошли этим летом на родине драматурга в Татинском районе, а также в Намцах. Картина режиссера Романа Дорофеева повествует о семейной трагедии с юмором. Главный герой, глава семейства, ведет беззаботный образ жизни и по глупости попадает в разные смешные ситуации. В фильме снялись артисты театра и кино. Комедия будет идти с субтитрами на русском языке. К 125-летию Николая Денисовича мы решились снять вот эту комедию. Мы оставили весь текст этой пьесы. Мы добавили только несколько сцен, начальную сцену и сцену трактира. Мы хотим признаться в любви через это кино к театру. Театру и писателям, и литературе нашей якутской. Сейчас ненадолго прервемся, после чего вернемся к обсуждению главных событий утра. Не переключайтесь. Друзья, вы смотрите программу «Новый день». И я сейчас хочу сказать вам, что, конечно, сейчас все готовят подарки, Максим. Считают бюджет, считают время, чтобы выбраться куда-то. Ждут зарплату. Ну, кто-то уже получил авансы. Друзья, если вы хотите сделать что-то приятненькое своим коллегам, друзьям или, может, подружке, другу, можете купить вот такой замечательный магнит Харисхау. Там написано «Пожелание здоровья, любви, удачи» и так далее. Но при этом очень важно понимать, что вы не только сделайте подарочек, но и себя не обидите. Да, при этом вы можете выиграть просто замечательные призы. Это самый большой приз – это Hyundai Solaris. Также разыгрывается
МР-155 ружье, кому это очень актуально, возможно, да? Наш регион, в принципе, Да, охотников. да, да. Айфоны и денежные призы, и все различные подарки. Наверняка еще большой спектр женских товаров. Максим просто это не запоминает. Да, мне это просто, Да, возможно, вот, да, вот неинтересно. ружье ты хочешь, я точно вижу. Так что приобретайте харсхалы, и пусть сопутствует удача. Да, ну а у нас следующий У нас гость. следующая тема – Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России 2019». И у нас в гостях Виктор Белостоцкий. В ноябре этого года в столице Республики Татарстан молодые предприниматели со всей России участвовали во Всероссийском молодежно-экономическом конгрессе, по итогам которого Виктор стал одним из лучших предпринимателей России. Ну, Виктор, браво. Мы виделись с Браво. вами, не знаю, месяца полтора назад, и тогда вы были только на пути к этому Да. важному событию в вашей жизни. Вот расскажите, а как вообще в Казань на этот конгресс экономический и молодежный попали, и что у вас за проект такой, да? Какие этапы вы прошли, чтобы наконец стать лучше? Ну, так, если постепенно приходить к этому, да, наверное, основное это сам корпус, само мероприятие проводит Росмолодежь, это Федеральное агентство по делам молодежи, это, грубо говоря, Министерство молодежи России, там его руководитель Бугаев. Чтобы попасть на этот конкурс, соответственно, надо быть предпринимателем для начала. Ну да. Официально зарегистрированным, да. Платящим налоги, да. То есть там есть определенный, это был как бы отбор. Так, наш региональный отбор Республики Саха-Якутия был в рамках Дней предпринимательства. Это был в сентябре, был огромный форум, который как бы возглавляла наш министр предпринимательства Ирина Высоких. Да, там потом в конце, там 2-3 дня было форума со всей Якутии, приехали предприниматели, обсуждали вопросы, там, каждый по своим бизнесу какие-то определенные, там были по всему Якутску были разбросаны там площадки тематические. И вот и во время этих площадок как раз организованной бизнес-школой был вот региональный этап. И вы представили отбора. свой проект. Да, я представил свой проект. Я представил свой проект номинации «Интернет-предпринимательство». Я занимаюсь IT-бизнесом. Ну, как я вам тогда в прошлый раз говорил, то есть это у меня большой путь к IT-бизнесу. Я начал продавать чубаки. В 2000 году, это спасибо дедушке со Среднеколымска, который мне отправлялся. Дедушка, привет. Вот, я продавал чубаки, и вот у меня уже, получается, 19 лет предпринимательской практики. То есть как чубаки, да, лучшей IT-компании России, да, то есть это такой большой путь я проделал. Вот, и там были номинации, там было 6 или 7 номинаций, там франчайзи, интернет-предпринимательство, инновационное предпринимательство, то, что у нас большой упор ставит наш национальный лидер Александр Сергеевич Николаев, да. И все эти номинации я как бы подходил как бы и по инновационное, ну и по интернет. Но я подумал, то, что наш проект, который у нас как раз зарождался внутри нашей компании, это Фанвуд. Мы его представили еще на Киберфесте. Это у нас был киберфестиваль, который мы делали в Федерации крупного спорта. Я, кстати, его возглавляю. И свое направление там. И вот у нас там как раз с министром спорта, и вот он нам представил этот проект, который цифровизирует спорт. Это очень большой, серьезный проект. Мы сейчас находимся в такой рефлексии, мы его выпустили, уже третий релиз сейчас будет. То есть, как бы количество и качество продукта. Качество продукта — это количество итераций, там, повторений. Нельзя сделать сразу супер, сразу ну хороший. Да, нужно посмотреть, как работает. Да, и мы сейчас эти все вот собираемся, КСДФ, все аналитику, и как бы в феврале уже запускаем И вот с этим проектом вы прошли наш республиканский этап, прошли, да, пошли дальневосточно, это тоже был огромный серьезный отбор, это было очень сложно, то есть это со всего Дальнего Востока, все 11 регионов, которые в Дальнем Востоке есть, в своей номинации мы как бы в виде вебинара представляю проект, там были эксперты это были предприниматели, то есть, которые... так скажем, удаленное собеседование, рассмотрение проекта, да, и там тоже было порядка где-то 10 ребят, вот со всех победителей регионального этапа. И из них выбрали 3, которые уже от Дальнего Востока, грубо говоря, поехали в Казань. Ну вот региональная, потом дальневосточная и российская. Вот что предполагает победа? Или нет, там тоже пришлось побороться? Там уже как бы заочно со всех этих они уже подвели итоги, но там как был Всероссийский молодежный экономический конгресс, где как раз были подведены итоги программы там «Ты предприниматель», которая раньше была. Вот я, кстати, был выпускником в 2017 году, тоже Министерство предпринимательства, бизнес-школу делают. То есть тоже большая, хорошая программа, которая дает там, первоначальный там, толчок, там, развитие. То есть я тогда увидел первый раз своими глазами Петербургский экономический форум, меня там Министерство предпринимательства отправило, там, как я там возглавлял делегацию молодых якутских предпринимателей, то есть ты там сидишь, и вот с вами рядом там приходят там
Дмитрий Медведев, там, Путин где-то ходит, Мутко. Там. Границы восприятия Да, то есть Но в Казани в этом году? В Казани тоже собрались, это было очень сильно поддержано Министерством молодежи Казани, потому что там было 25 лет развитию молодежной политики Республики Татарстан. То есть они очень сильно ставят на этот конкурс, то есть у них очень сильно работают социальные лестницы, социальные лифты. И там, получается, они позвали тоже со всех вот Центральной России, всех своих А друзей. какие вот конкурсантов запомнили себя? Да, конкуренты. Ну, Какие проекты, наверное, больше? На самом деле, наверное, запомнился больше всем я. Я, наверное, первый, кто, как бы, когда по меня сказали, то, что я там стал один из лучших, я сразу побежал за нашим флагом. Я говорю, дайте мне сказать, я приехал очень издалека. В общем, так, запомнили себя-то, ну, я считаю, то, что интересно в коллаборации находить очень хорошие проекты, потому что самое интересное, самое лучшее в мире это проходит все на стыке. Кто-то, допустим, математик, кто-то биолог. Конечно. И они выдают уникальный продукт, да, и для ты, как ума, бы, да? смотришь то, что вот, ребят, да, у нас там есть там уникальная природа, там красота, смотришь там, как у них там туризм развивается, смотришь, через что их боли, через что они проходят. И в коллаборации, грубо говоря, там, я встаю, я говорю, у меня IT-компания, я могу вам сделать там любое приложение, сайт, фреймворк, CRM, они говорят, ты нам нужен, типа, и ты уже там. Надо я, ездить, чтобы да, продавать свои я, грубо услуги. говоря, уже там нашел как бы все дополнительную работу, поехал отдыхать, но еще и заработал. То есть это есть смысл предпринимательства. Ну, Вот. в конце беседы, наверное, да, хочется у Виктора попросить совета начинающим или мечтающим начать свое дело. Так, ну, совет... Понимаю, что там много всего можно Нет, на самом деле все очень просто. Республика Саха-Якутия, да, очень много есть развития предпринимательства. Приходишь на бизнес-школу, Министерство предпринимательства, рассказываешь о себе, тебе помогают запаковать твой проект, там, тебя ведут. Сейчас на самом деле эра развития предпринимательства. То есть Главное обратиться в нужную службу за советом. Да, все. Поэтому дерзайте, идите вперед. Обращайтесь ко мне, я могу вам всегда дать какие-то хорошие Спасибо советы. большое, что пришли в гости. Да. Пусть у вас все хорошо складывается и Всё, дальше. да, и только в гору. Ну а мы прерываемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Друзья, вы смотрите «Новый день», мы снова с вами и... Хотелось бы напомнить, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 42, минус 43, днем минус 39, минус 40. Заречье минус 41, минус 44, днем минус 38, минус 40. Южные улусы минус 29, днем минус 22, минус 25. Вилюйские улусы минус 40, минус 43, днем минус 37, минус 39. Нижнеленские улусы минус 42, минус 44, днем минус 38, минус 40. Западные улусы минус 25, минус 36, днем минус 22, минус 31. Колыма-Индигирские улусы минус 21, минус 48, днем минус 19, минус 44. Янские улусы минус 39, минус 50, днем минус 37, минус 43. Северо-западные улусы минус 33, минус 43, днем минус 29, минус 39. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 42 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, днем ожидается минус 37, минус 39 градусов. Ну что ж, Новый год все ближе, и сейчас я хочу обратиться к мужчинам. Дорогие наши мужчины, если вы сейчас ломаете голову, что подарить вашим любимым девушкам, женам, мамам, сестрам, стоит обратить внимание на акцию в сети ювелирных салонов «Золотник». До 15 числа там действует 60% скидки на все золотые цепочки и кулоны к ним. Так что долго не думайте, идите туда, покупайте комплект, ваши женщины будут рады. Хоть мы уже давно взрослые, но на Новый год все равно ждем чуда, как в детстве. Переливающееся ювелирное украшение, пожалуй, одна из немногих вещей, которая способна воссоздать это ощущение. Счастливый обладатель такого подарка может быть уверен в серьезности чувств дарящего, ведь к таким вещам подходят осознанно, вкладывая всю душу. Пора задуматься о покупке новогодних подарков. Не стоит оттягивать момент и лучше начать поиски прямо сейчас. Ювелирная сеть «Золотник» объявляет о старте новогодней распродажи. Так, с 11 по 15 декабря вы можете приобрести золотые цепочки и золотые подвески с максимальной скидкой до минус 60%.
Покупая подарки сейчас, вы не будете стоять в очередях и сможете полностью насладиться новогодним шоппингом. Популярная певица якутской эстрады Милена Борисова также в поиске подарков для близких. Но в этом году Милена решила приобрести подарки для любимых заранее. В этом году я подготовилась заранее и приобрела подарки для своих родных и близких в салоне «Золотник» на Ленина, 11. У них сегодня идут очень хорошие акции, поэтому на Новый год я сэкономила в бюджете и приобрела очень красивые цепочки и кулончики. Ювелирное украшение, в отличие от многих других подарков, способно подарить яркие впечатления и при бережном отношении будет служить не одно десятилетие. Некоторые даже передают его из поколения в поколение, превращая в фамильную ценность. Приглашаем вас в наши салоны. Успейте приобрести украшения с максимальной скидкой для своих любимых. Оставьте последние дни декабря для провождения времени с близкими. Воспользуйтесь отличной акцией ювелирной сети «Золотник». Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день. 12 декабря не так богато на кинопремьеры. Возглавил экшен «Джуманджи. Новый уровень» с Дуэйном «Скала» Джонсоном. Конкурентов у сиквела комедийного боевика не будет, но компанию составит отечественная комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Посмотрим в сюжете. Предлагаем вашему вниманию киноновинки этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. Ну же, спускаюсь! Деда Эдди, привет! Перезапуск оригинального фильма «Джуманджи» состоялся в 2017 году. Тогда на экраны вышла картина «Джуманджи. Зов джунглей», получившая отличные оценки критиков. Теперь сняли продолжение, насыщенное столь же яркими спецэффектами и неугомонными героями. Проходят годы, и дикая игра под названием «Джуманджи» вновь возвращается. Я так не выглядел с тех пор, как... Никогда. Ты никогда так не выглядел. Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила изменились, так что все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры. От засушливой пустыни до заснеженных гор. Отвратительно водишь. Да что ты говоришь? Я буквально в прошлом месяце перестал на права. Опять. Джуманджи. Новый уровень. Что произошло? Да, я вернулась! Как же я скучала! О, божечки, привет, народ! Беттани? Ура! Мы вернулись в Джуманджи! Так, Рыбкина, а что ты тут делаешь, интересно? У меня рабочий день закончен, я отдыхаю. Владимир Сергеевич, Барвихи налопала. «Ни один, ни дома», гласит слоган картины. Полицейский с Рублевки, похоже, превращается в регулярную отечественную новогоднюю комедию. Действие вновь разворачивается в любимый зимний праздник. Сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Однако непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублевские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь? Оставьте вы меня всех в покое. Я хочу встретить хоть раз в жизни Новый год спокойно. Можно? Дамы и господа, мы вынуждены прервать сеанс из-за чрезвычайной ситуации. В Барвихе приземлился инопланетный корабль. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
Друзья, вы знаете, что 10 декабря у нас в Якутии, в Якутске конкретно, стартовала декада народных театров, посвященная 60-летию становления народных театров Республики Саха-Якутия. Торжественная церемония будет уже сегодня, ну и очень хочется поговорить с нашим сегодняшним гостем. Это Алексей Захаров, заведующий отделом народного творчества, куратор народных театров Республиканского дома народного творчества. Алексей, доброе утро. Ну, важное событие у вас сегодня планируется, да? Да, у нас прям этот год получился насыщенным, потому что помимо года театров у нас получается юбилейная дата. Ну, то есть 60 лет вообще прям с момента появления первого народного театра. Это Татинский народный театр имени Платона Алексеевича Юнского. Прям 26 декабря 1959 года постановлением Совета министров СССР было заложено начало. И вот с этой даты мы уже существуем. И в республике на сегодняшний день уже в 27 районах нашей необъятной республики получается 53 народных театра на сегодняшний день функционируют. А кто участвует в декаде? Расскажите. Из этих вот театров. Да, мы пригласили именно юбиляров свыше 50 лет, которым исполняется, потому что помимо этих юбиляров у нас еще есть народные театры, которым исполняется 20, 30 и 40, и по 45 лет. Молодые совсем, ну, да? относительно них они молодые. И вот мы пригласили Амгинский народный театр, которому исполняется 50 лет. Они уже свое 50-летие отметили у себя в Амге. И они, получается, открывают, так скажем, старт декады. Именно театральный такой наш марафон спектаклей. Получается, народные театры приезжают как-то по очереди в Якутск, они да? приезжают по очереди. А где они дают свои представления? Что Все показывают? спектакли народных театров будут проходить в Саха-театре имени Платона Алексеевича Юнского в Малом зале. Билеты можно купить в кассе Саха-театра также. И, соответственно, мы все будем встречать гостей, мы будем сами работать там, специалисты Республиканского дома народного творчества. И вот у нас в 2:30 сегодня открытие. В 2:30 сегодня, да? И как продлится? Да, что это буквально на минут 20-25. Я немножко могу рассказать? Представление, да, имеете в виду? Мы, да, ну я как сам режиссер по образованию и по специальности немножко работаю. Мы решили с колледжем культуры, они, получается, у них там тоже есть свой народный театр, студенческий обрядово-ритуальный народный театр АИГ. И, получается, у нас был в течение года марафон среди народных театров. Он, получается, объездил всю республику, и он уже 9-го в Хатасах показали. Хатасский народный театр передал марафон Народному театру колледжа культуры, и он сегодня презентует этот символ. И ребята, студенческий театр покажет символ марафона. Затем у нас приезжают гости с Хангаласского улуса. Там у нас есть 3 народных театра. Они покажут отрывки своих спектаклей, ярких ролей, и апогеем выступления будет Степан Петров. Степан Петров, как вы знаете, покорил этот год не то что всю Республику Россию, а как бы весь мир. Он же на самом деле артист самодеятельного народного театра, Кардемского народного театра Хангаласского улуса. И вот мы хотим этим сказать, что из самодеятельного народного театра можно выбиться. Ну, в маститые, скажем так, актеры. Ну, не просто выбиться, а просто поднять самодеятельное театральное искусство, кинематографию в Якутии в целом. Да, ну, это то, что очень важно. народных театров есть, на самом деле, большой потенциал. Да, потенциал имеет. Алексей, ну все-таки, раз уж мы затронули эту тему, да, скажите, все понятно с профессиональными актерами, это их профессиональная деятельность, они буквально живут в театре. А как непрофессионалам, то есть любителям, представителям народных театров, вообще удается сочетать какую-то свою основную деятельность с 9 до 6? И согласись, Максим, вот здесь отработали и пошли еще там выкладываться на сцене. Как у них это получается? На самом деле, мы, как режиссеры народных театров, как я сам куратор, на самом деле очень удивляюсь таким людям. Я поражаюсь и восхищаюсь, потому что на них вот прям держится весь основной костяк. Вообще все народные театры состоят из простых рабочих людей, как мы с вами. Вот, допустим, я после работы прихожу дома, я очень устаю, у меня даже сил нет, чтобы там какие-то дела свои доделать. А вот представляете, вы после работы приходите и идете в театр, в клуб и поднимаете, так скажем, культурный интерес в своем наследии, также досуг развивайте и как бы самореализуйтесь, так можно сказать. Ну да, это действительно очень хорошее хобби, я бы сказал. Есть какие-то данные, сколько сейчас в наших народных театрах по количеству людей состоит по общему?
Ну, по прошлому году, по отчетам, по анализу у меня вышло 738, кажется, если не совру. Вы представляете, людей. на Это самом деле, только в Максим? народных театрах. Только народных Только театров, народных. только в наслегах, только в селах у нас есть 700 человек таких активистов, которые А действительно если брать и ратуют за клубное искусство. формирование, которое при всех клубах по всей республике именно по театральной деятельности, там свыше 2000, кажется, выходит. Алексей, ну прекрасный день у вас сегодня и замечательное мероприятие. Поздравляем, Да, мы поздравляем от народные души. театры, Спасибо. поздравляем их тружеников, их активистов и желаем дальнейшего развития. Спасибо большое, что пришли. Итак, телезрители, обязательно посетите эти народные театры. Да, обратите на них внимание. Ну а программа «Новый день. Русский блок» с вами прощается. И мы Всего передаем доброго. права правления якутскому блоку.